друзья, у нас сегодня 4-й выпуск, и мы приехали на Petro Kazakhstan Oil. Казахстан — это то самое место, где мы съели твое транспортное средство. Тут не важно, кем ты был, а важно, кем стал. Это Руслан Шамилевич. Скажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Мы находимся на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. Мы хотим, чтобы вы нам сегодня показали экскурсию, немного рассказали про завод. Ведь всего в Казахстане 3 нефтеперерабатывающих завода Летно, и один из них в Шымкенте. Совершенно верно. Мы находимся в заводском музее. Музей показывает историю развития завода. Это делится, образцы получается? летней спецодежды, это предыдущая модель. У нас сохранилась уникальная схема, это график пусконаладочных работ. 1985 год. Да, мы встречали два президента Республики Казахстан и Нурсултана Ильича Назарбаева, Касым-Жомарт Кемеловича Токаева. Наша разработка – это панорамный интерфейс завода. С данной локации мы можем попасть в любую точку завода. И вот здесь вам хотел показать, это резервуарный парк, где происходит хранение нефти и также паспортизация хранения товарных нефтепродуктов. Это бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженный газ. Да, площадь территории завода составляет 413 гектар. Мы находимся в центральной операторской комплексе глубокой переработки нефти. Именно здесь происходит управление данным сложным комплексом. А это правда, что мы сейчас находимся как в бункере, да, что он защищен? На самом деле, да. В случае аварийной ситуации ребята могут автономно работать до ликвидации аварии. Обратите внимание, многие блогеры считают, что это идет дым. На самом деле это технология влажной очистки дымового газа. Да, по сути мы видим это пар. Ярослав. Здравствуйте. Здравствуйте. Ярослав, у меня просьба показать жемчужину завода Лимонарий. Как будто запах сирени, да? Периодически проводим анализ плодов, грунта. У нас всегда тут 0 пестицидов, ничего нету. Мы удобряем в основном навозом. В 80-х годах прошлого столетия в каждом промышленном предприятии было принято иметь подсобное хозяйство какое-то. И на нашем нефтеперерабатывающем предприятии было принято решение организовать теплицы. Но у нас вообще они в 3 раза крупнее. Да, да. В 3 раза крупнее. Да. Вот такие лимоны большие. Спасибо большое за визит. Вам Руслан, спасибо, что спасибо, показали, что рада показал. знакомству. Да. Итак, друзья, с нами был Руслан Шамилевич, директор по производству. Спасибо, Женя, в первую очередь, за визит. Удачи, успехов, благополучия. Спасибо вам. Спасибо.